работы за 2020 год, о представительстве в парламенте, законопроектах, которые разрабатываются в администрации президента, и о том, каково совмещать руководящую должность с семьей. Об этом поговорим с заместителем руководителя администрации президента Саидой Бутба в программе «Амчра». Изучала вашу биографию. Закончили школу на отлично, университет на отлично, аспирантуру, работали в госорганах за пределами Абхазии, потом работаете в Абхазии, занимались наукой. И вдруг вот поворот в сторону политики, в сторону госуправления, когда вот этот перелом у вас произошел. Мой переход в политическую сферу, в государственную службу произошел вот сейчас после моего назначения на должность заместителя руководителя администрации. До этого я работала в службе госбезопасности и в госорганах, как вы сказали, и параллельно у меня было время и возможность заниматься и наукой тоже. То есть изначально я в аспирантуре училась, защитила диссертацию, писала статьи, монографии, конечно, на это было время какое-то. Сейчас, конечно, на это времени уже нет никакого. Но я думаю, что наукой заниматься никогда не поздно. Это та деятельность, которая с тобой навсегда остается. Те навыки, которые ты приобретаешь, учась в аспирантуре, уже взаимодействуя с научным сообществом, с профессорами, с учеными. Эти навыки остаются. И я думаю, что как раз тот опыт, который я сейчас приобрету, может стать какой-то основой для дальнейших моих уже научных изысканий, если можно так выразиться. Поэтому не чувствую, что что-то теряю, потому что это все-таки огромный жизненный опыт, который я здесь приобретаю. Жизненный опыт, профессиональный опыт, который потом в жизни, я думаю, можно будет использовать в том числе и в научной деятельности. До этого вы занимались больше теорией, да? И в своих работах вы акцентировали внимание на недостатках абхазского законодательства. Сейчас, работая здесь и на практике, видя все это, есть ли у вас возможность что-то менять? Ну, одним из доводов, почему я согласилась на эту должность, на эту работу, был в том числе довод, что я смогу уже участвовать непосредственно. Конечно, когда ты изучаешь в теории вопросы, анализируешь законодательство, выявляешь его пробелы, несовершенства, и, как правило, в конце статьи или монографии есть какие-то выводы, что надо принять такой-то закон, такой-то нормативный акт или внести в него изменения. Теперь, когда мне была предложена эта должность, которую я сейчас занимаю, вот как раз одним из доводов было, почему я согласилась, это возможность непосредственно участвовать в решении этих вопросов. И если не сейчас, я думаю, что когда, если не сейчас этим заниматься, когда у меня есть уже такая возникла такая возможность, по чуть-чуть, конечно, я не могу сказать, что происходит дело быстро, потому что механизм государственный – это машина, которая не так легко переориентировать или прям какие-то глобальные изменения делать, но это в ежедневной, в текущей работе, при составлении конкретного акта президента, когда ты его представляешь на подпись, ты уже понимаешь какие-то небольшие пока что изменения, которые ты вносишь, которые уже, на мой взгляд, уже в сторону в какой-то мере изменения тех вопросов, о которых ты раньше думала и предлагала, уже в эту сторону уже можно их направить. Не все мои предложения, которые были обозначены в моих научных трудах, уже нашли отражение, конечно. Но вот одно из направлений, в котором я стараюсь реализовать как раз свои предложения, это вот моя работа в рабочей группе по совершенствованию законодательства, вообще правовой институт гражданства, это сфера моих научных интересов была. Значит, у меня монография написана по этой теме, и как раз мое участие в руководстве этой рабочей группы по вопросам гражданства как раз, я думаю, содействует решению всех моих, воплощению в жизнь всех моих идей, всех моих предложений о совершенствовании законодательства, которые были отражены в том числе в этой монографии. А здесь, в администрации президента, какими вопросами вы занимаетесь? В настоящее время я являюсь заместителем руководителя администрации. Кроме того, являюсь, как я уже сказала, полномочным представителем президента в Народном собрании и являюсь представителем президента в квалификационной коллегии судей. То есть я взаимодействую с разными ветвями власти, и законодательной, и с исполнительной, и судебной ветвями власти. В качестве заместителя руководителя администрации, согласно распределению полномочий между заместителями руководителя администрации, я курирую работу государственного правового управления. То есть у нас в администрации есть государственное правовое управление, работу которого я курирую. В самом общем
смысле, значит, мы осуществляем правовое обеспечение деятельности президента. И в этом качестве мы готовим проекты закона, которые в дальнейшем президент вносит в парламент в качестве законодательной инициативы. Мы готовим на подпись акты президента, указы и распоряжения президента. Мы готовим заключение на те законопроекты, которые разрабатываются в парламенте и направляются президенту после их принятия в первом чтении. Значит, мы рассматриваем проекты международных договоров, которые поступают к президенту в соответствии с законодательством международных договоров для дачи юридической оценки и заключения. Мы осуществляем предварительный контроль, правовой контроль, юридический контроль за актами, которые принимаются Кабинетом министров, то есть до их принятия. То есть у нас достаточно очень большой объем полномочий и текущей деятельности, которую мы реализуем. В качестве полномочного представителя в парламенте. То есть я непосредственно уже представляю законопроекты, которые внесены президентом в парламент, в том числе ратификации международных договоров. Я излагаю позицию президента по тем законопроектам, которые рассматриваются внутри, значит, в Народном собрании. Я присутствую на всех открытых и закрытых заседаниях Народного собрания, участвую в работе комитета, в обсуждении непосредственно проектов законов и постановлений Народного собрания. То есть я также представляю те кандидатуры, которые подлежат представлению от имени президента в Народное собрание для их утверждения и назначения на должности. Вот в целом это круг моих полномочий как полномочного представителя. Какая у вас была идея, когда вы монографию свою писали? Сейчас над чем что вы пытаетесь исправить? Монография была посвящена не только, значит, недостаткам, она началась с изучения вообще всего нашего законодательства о гражданстве, то есть как наш правовой институт гражданства формировался. С момента 1991 года уже было принято ряд нормативных актов, которые могут свидетельствовать о том, что у нас появляется потихоньку правовой институт гражданства, как неотъемлемый элемент государства в целом. Потому что государство, если в самом общем виде, это территория, это граждане и власть. Вот потихоньку, значит, с момента формирования правового института гражданства мы можем говорить, что мы потихоньку начали формировать свое собственное государство. И первые акты, значит, моей задачей было проанализировать все, как менялось наше законодательство вот с 91-го и в дальнейшие годы, выявить основные тенденции формирования законодательства, те недостатки, которые так и сохранились с этого момента, с момента принятия вот первого закона нашего гражданства 93-го года, впоследствии закона о гражданстве 2005 года. Какие конкретно, что вы имеете в виду? У нас есть ряд оснований приобретения гражданства, которые, к сожалению, не урегулированы до сегодняшнего момента. Приобретение в настоящее время, приобретение гражданства в порядке его признания. То есть, да, есть основания, которые законом определяются, что есть человек, например, лицо абхазской национальности может получить гражданство, является гражданином априори. Но в каком порядке он подтверждает свою национальность, например, в какой орган он должен обратиться для того, чтобы подтвердить свою национальность. Ведь мы говорим не только о тех лицах, у которых есть документы, подтверждающих национальность, обо мне, о вас. Есть лица, репатрианты, у которых не все так однозначно, и поэтому некоторые моменты наше законодательство не регулирует. Это не только наш закон, из закона вытекают подзаконные акты, которые должны развивать и более подробно все процедуры, касающиеся приобретения гражданства, должны более подробно регулировать, да, описывать. И в конечном итоге задача наша сделать так, чтобы наше законодательство о гражданстве оно было системным, было непротиворечивым, понятным. Плюс еще одна болевая точка, да, если мы вопросов гражданства касаемся, жители Галского района, из-за которых из-за выдачи паспортов очень часто в обществе разбираются. У нас вопросы гражданства неоднократно уже были поводом или причиной для серьезных потрясений в нашей политической системе и вообще в целом в обществе и в государстве. И как, конечно, паспортизация жителей Восточной Абхазии, не только Гальского района, да, Чемчирского, Тхварчильского районов, конечно, это очень болевая точка. Точку все-таки в этом вопросе можно поставить? Поводом и основанием, почему вообще была создана рабочая группа, было большое количество обращений на имя президента как гаранту соблюдения прав и законных интересов граждан. Это обращение тех лиц, которые обращаются за получением паспорта уже в рамках повторной паспортизации. Для получения паспорта гражданина образца 2016 года им отказывается. Есть даже по некоторым жалобам судебные решения. И чтобы в них во всех разобраться, президентом было принято решение, что нам нужно проанализировать всю проблематику с этим связанную.
Эта рабочая, кстати, группа, она небольшая, значит, кроме меня как руководителя, туда входит представитель нашего народного собрания парламента, депутат, туда входит представитель Министерства внутренних дел, как органа уполномоченного, то есть начальник паспортного управления МВД, туда еще входит юрист, представитель гражданского общества и секретарь комиссии по вопросам гражданства. Скорее, это такая, значит, рабочая группа, консультативно-совещательный носит характер. Мы обсуждаем, несколько раз встречались, значит, и обсуждаем вопросы, как можно правовым образом урегулировать какие-то вопросы, там, двойного гражданства, некоторых оснований приобретения гражданства. Обсуждаем, а уже я потом как собираю, компилирую все эти предложения и пытаемся как, облечь их в правовую форму. Как вы думаете, как скоро это произойдет? Подготовка пакета документов в рамках рабочей группы, я довольно думаю, может произойти скоро. Но после этого надо будет обсудить, потому что это важный пакет нормативно-правовых документов, надо будет обсудить и в рамках депутатского сообщества, опробовать, скажем так, предложения, которые будут там вытекать из работы нашей рабочей группы, уже непосредственно с депутатами, и с гражданским обществом. Конечный результат сложно предположить, сложно обозначить дату, когда это все будет реализовано, потому что это зависит не только от нас, но и непосредственно от тех, в частности, органов, которые будут принимать закон, законодательно нашего органа. Понятно, что закон еще не принят. В каком виде он будет принят, мы пока не можем сказать, но вы какую позицию озвучиваете? Какую позицию озвучивает глава государства в этом вопросе? У нас была создана вот рабочая группа же распоряжением президента, значит, вот поэтому мы туда включили представителей депутатского сообщества, гражданского общества и органа внутренних дел. Мы как раз по итогам работы должны вырабатывать эти предложения. Мы их обсудим, разумеется, доложим их президенту, я как руководитель группы. После этого будем какой-то компромиссный вариант искать, как это можно отрегулировать, и уже работать, обсуждать уже с депутатами парламента. Конечный результат сложно предугадать, потому что депутатов 35. И мы будем стараться, чтобы эта проблема была решена, потому что это правда очень болевая точка. Органы внутренних дел тоже не могут самостоятельно этот вопрос решить, потому что некоторые вопросы нужно отрегулировать именно на уровне закона. Поэтому вот такая происходит. Ну, серьезно, да, с одной стороны, помочь гражданам, облегчить этот процесс, с другой стороны, сделать этот процесс законным. Чтобы, и потом мы должны все понимать, что правовой институт гражданства – это такой двоякий институт. С одной стороны, он должен обеспечивать защиту прав и свобод интересов конкретного гражданина, с другой стороны, учитывать интересы государства, государства в целом. И наша задача как раз найти вот этот компромисс, золотую середину, да, между интересами жителей, граждан Республики Абхазия или тех, кто хочет стать гражданами, и интересы непосредственно государства в целом. Понятно, вопрос сложный, конечно, но и вот все-таки ждет общество, и люди ждут, потому что уже много лет эта тема обсуждается, но вот решения никак нет. О женщинах в политике. Не так у нас много женщин, которые занимают руководящие должности. Вы заместитель руководителя администрации президента. Как удается вам совмещать вот эту роль женщины, роль матери? Я хотела бы сказать, что, конечно, тема участия женщин в политической жизни нашего общества очень часто обсуждается на различных площадках и различными общественными организациями, и государственными общественными деятелями, в СМИ, в соцсетях и так далее. Но я как юрист не могла бы не отметить правовую основу. Да? Значит, у нас и законодательство, и в целом и Конституция, как основной закон, определяют, что все равны перед законом и судом, независимо от пола. То есть принцип гендерного равенства у нас законодательно закреплен. У нас даже есть специальный закон, который регулирует закон об обеспечении равных прав женщин и мужчин в Республике Абхазия. То есть что касается законодательной основы гендерного равенства, у нас все, я считаю, более-менее закреплено. У нас есть правовые основы для обеспечения равных прав женщин и мужчин в Республике Абхазия, гарантии закреплены. Но при этом, конечно, когда женщина хочет уже реализовать эти нормы и непосредственно заняться политикой или активно участвовать в политической жизни общества, могут возникнуть ряд проблем, сложностей. Они могут продиктованы быть объективными и субъективными обстоятельствами. И как бы не банально это звучало, некоторые из них обусловлены нашим традиционным абхазским менталитетом, нашим традиционным абхазским обществом. Конечно, быть женщиной-политикой сложно. Особенно сложно, наверное, тем женщинам, у которых есть семья и особенно маленькие дети. И тут для того, чтобы женщина могла реализоваться, необходимо не только ее усилия, необходимо, чтобы обстоятельства вокруг нее благоприятно этому содействовали и способствовали.
Что касается меня, наверное, я, в большей степени расцениваю себя не столько даже как женщину-политика, а женщину, занимающую государственную должность Республики Абхазия, на которую возложено большой объем ответственности и обязанностей. И именно в этом качестве в первую очередь я себя и расцениваю, и отдаю какое-то себе место. Вот. Ну а кто помогает, поддерживает? Ой, Потому что без мне в поддержки да. семьи, родных... Да, когда мне было предложено перейти в администрацию президента, я понимала, что это будет сопряжено с трудностями. У меня есть маленький ребенок младшего дошкольного возраста, если официально так говорить, младшего школьного возраста, и поэтому, конечно, я посоветовалась с членами моей семьи, с семьей супруга, смогут ли они поддержать меня в моем решении. И они меня поддержали, сказали, ты можешь пробовать. И только вооружившись их поддержкой, я уже смогла решиться на такой важный шаг, потому что политика, участие, занятие такой важной должностью, значимой должностью, требует от тебя 24 максимальной дачи, 24 часа в сутки, ты должен быть готов, ты должен быть на связи, ты должен решать поручения, задачи, которые перед тобой стоят, поэтому, конечно, это требует очень больших усилий. Вы также представляете интересы главы государства в Народном собрании. Как складываются у вас отношения с депутатами? Потому что мы, журналисты, наблюдая на заседаниях за дискуссиями, это уже конечный итог того, что мы видим. Наверняка есть дискуссии, которые за рамками этих официальных слушаний. Как складываются ваши отношения? Расскажите об этом. После того, как меня указом президента я была назначена полномочным представителем президента в парламенте, вскоре депутаты ушли на каникулы, и мое активное с ними взаимодействие началось уже осенью, когда они вышли с каникул. Началось у нас с того, что с некоторыми депутатами мы познакомились впервые, с некоторыми я уже была знакома, а непосредственно работа с ними началась с обсуждения конкретных проектов законов, которые рассматриваются в Народном собрании. Уже непосредственно в работе в комитетах, когда мы обсуждаем конкретный проект закона, который разработан либо в рамках депутатского сообщества внутри парламента, либо тех законов, которые вносил президент, в прошлом году мы как раз уже начинаем непосредственно взаимодействовать. И, конечно, как вы сказали, итог уже это на заседание, когда мы уже выходим на принятие либо не принятие того или иного документа. Серьезные дискуссии между самими депутатами, в том числе и с вами тоже бывают. Да, бывают дискуссии. Это, я думаю, нормальная ситуация, потому что, во-первых, парламент — это коллегиальный орган, и сам факт наличия дискуссий, мне кажется, это нормальный факт, потому что некоторые вопросы, обсуждаемые в рамках парламента, они носят важный характер и широко обсуждаются и обществом, и в СМИ, и в рамках соцсетей. Поэтому сам факт наличия обсуждений бурных в парламенте, на мой взгляд, это нормальная ситуация. Какие вызвали больше такой полемику? Вы со своей стороны должны защитить законы, предложенные, проекты, предложенные президентом. Ряд вопросов, которые с момента моего назначения полномочным представителем вызвало широкое обсуждение, широкую дискуссию в парламенте. Но можно назвать акт об амнистии, закон о бюджете, а можно рассмотреть концепцию внешней политики, которая тоже обсуждалась в рамках комитета по международным отношениям. А если об амнистии говорить? Понятно, что это решение парламента, его оспорить нельзя. Вы могли повлиять, как представитель президента в парламенте, на это решение? Скажу. Также был разработан проект постановления о порядке применения амнистии. То есть амнистия достаточно сложный по своей юридической природе документ, и требуется еще документ, который определяет, в каком порядке ее применять. То есть еще было постановление об объявлении амнистии, о порядке применения амнистии. Значит, он был рассмотрен на комитете, вынесен. При обсуждении нами были высказаны ряд замечаний, предложений к проекту постановления об амнистии. Впоследствии уже на сессии Народного собрания я их озвучила повторно, потому что не все депутаты являются членами комитета, не присутствовали на обсуждении непосредственно в комитете. И я, как представитель президента, обозначила те проблемы, которые может вызвать применение постановления об амнистии. При этом, конечно же, постановление об амнистии — это исключительная прерогатива и ответственность парламента. Именно он принимает это постановление, и законодательством возложено, и Конституцией, и уголовным законодательством определяется именно компетенция парламента. И моя задача была просто на сессии обозначить те пробелы
и те несовершенства, скажем так, постановления об амнистии и обратить внимание депутатов. Но принимает решение депутатский корпус, и они приняли решение принять это постановление. Но их 35, вы одна, Да. тяжело. Ну, я думаю, что законодатель не случайно обозначил амнистию как исключительные полномочия, компетенцию парламента. На них это возложено ввиду того, что как раз это коллегиальный орган, который должен учесть все эти, принимая этот акт, должен учесть все его недостатки и достоинства. В этом смысле помилование тоже индивидуальный акт, который принимается исключительно президентом. Вот амнистия — это акт, который принимается коллегиально нашим законодательным представительным органом. Бюджет 2021 года, который не был принят депутатами накануне Нового года, мы сейчас страна без нового бюджета. Да? Как происходит финансирование госорганов и так далее? Как это осуществляется, на основе чего? Ну, закон о бюджете на сессии, которая состоялась 30 декабря 2020 года, не был принят в окончательном чтении, при этом он был принят до этого в первом чтении. Обсуждался потом в комитете уже на сессии 30 сентября для принятия в окончательном чтении, но не было достигнут какой-то компромисс, и в этот день депутаты не приняли закон о бюджете. В настоящее время невозможно сказать, что у нас вообще нет закона о бюджете. Это не совсем так. У нас есть законодательство, закон в частности об основах бюджетного устройства бюджетного процесса, который предусматривает в том числе ситуации, если вдруг закон о бюджете не принимается в установленный законодательством срок. У нас продолжает действовать закон о бюджете 2020 года по правилам, то есть 1/12, допустим, на январь 2021 года, 1/12 закона о бюджете 2020 года, и, соответственно, мы будем жить первое время по закону о бюджете 2020 года. При этом на прошлой сессии, которая состоялась 30 декабря, были внесены изменения в закон о бюджете на 2020 год, то есть те изменения, которые должны были успеть мы принять, чтобы уже в 2021 году мы жили по закону о бюджете с изменениями, потому что у нас было подписано соглашение по линии МВД о материально-техническом оснащении и денежном довольстве сотрудникам МВД, на основании которого и мы подняли заработную плату, и материально-техническое оснащение происходит. Поэтому мы успели внести изменения в закон о бюджете на 2020 год, чтобы уже в 2021 году сотрудники органов внутренних дел не страдали от того, что у них закон о бюджете новый не принят. То есть у нас продолжает действовать закон о бюджете на 2020 год, но уже с изменениями. А почему впритык? Как правило, законодательством установлены сроки, когда президент должен внести закон о бюджете. То есть мы должны внести закон о бюджете на рассмотрение парламента не позднее 1 ноября. Так мы и сделали, не позднее 1 ноября. Мы внесли закон о бюджете на рассмотрение парламента со всеми документами. А уже потом началось обсуждение законопроекта, в головном комитете, а потом было вынесено на сессию. И вот уже почему была назначена, дата сессии парламента определяется не нами, это определяется спикером. Спикер определяет, когда будет проходить сессия. Он определил, что это будет 30 число. Вот так сложились обстоятельства, что именно 30 декабря было назначено рассмотрение бюджета на 2021 год. Про энергетику и майнинг мне бы хотелось отдельно поговорить. До сих пор как майнинг, как добыча криптовалют, как деятельность, она не отражена в нашем законодательстве. И готовятся ли какие-то законопроекты со стороны главы государства, аппарата президента? Как-то будет это законодательно оформлена эта деятельность? Тема майнинга очень широко обсуждается и в обществе, и в рамках государственной нашей власти. И на сегодняшний момент она регулируется в основном постановлением Кабинета министров. Кроме того, дал поручение Министерству экономики разработать проект закона, который бы осуществлял правовое регулирование деятельности по добыче криптовалюты, в том числе определение, что такое криптовалюта, что такое добыча криптовалюты, майнинги, блокчейн и другим терминам, которые используются в рамках осуществления деятельности по майнингу криптовалюты. Такой проект закона разработан и внесен уже, находится на согласовании в Кабинете министров с другими заинтересованными органами. В частности, он определяет те понятия этим категориям, которые используются, устанавливает административную ответственность, то есть предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за осуществление деятельности по майнингу криптовалюты и по подсоединению к мощностям единого оператора, передающих распределенные сети, в нарушение установленных законодательством ограничений. Кроме того, у нас в начале декабря
было принято постановление Кабинета министров, которое устанавливает ограничения на ввоз и ограничения по деятельности по майнингу криптовалюты до 1 июня 2021 года. То есть на сегодняшний момент основная масса правоотношений регулируется подзаконными актами, актами Кабинета министров. Ну вот, как я сказала, проект закона Готовится уже проект закона. согласован, находится на согласовании в органах. Кроме того, в самом парламенте, насколько я знаю, находится проект закона, который также направлен на правовую регулирование деятельности в области майнинга криптовалюты. Это два разных законопроекта. Да, это в рамках уже депутатского сообщества, парламент тоже родился свой разрабатывается. проект, Да. и вы со своей стороны тоже. Какой эффект вы ждете от этого закона? Если В вдруг он будет принят, проект закона? Да, в первую очередь мы ждем, чтобы деятельность по майнингу криптовалюты была закреплена законодательно. Какие-то правовые границы очертить вообще в нашем правовом поле, выявить такую отдельную деятельность, значит, определить ее как лицензируемый вид деятельности, определить ответственные случаи, ответственность тех лиц, которые присоединяют к мощностям единого оператора, в нашем случае административную ответственность предлагаем в законопроекте, и то есть все правовое регулирование, которое требуется для выявления определенной деятельности, в нашем случае деятельности по майнингу криптовалют, должно быть закреплено законом. Наша задача именно такая. А штрафные санкции вот за незаконное подключение, насколько они будут увеличены сейчас? Сейчас на сегодняшний момент отдельных составов административного правонарушения кодексом не предусмотрено, поэтому как раз одно из предложений является внесение в кодекс об административных правонарушениях в части установления специальной ответственности административной за присоединение к мощностям в нарушение установленных ограничений и запретов. Если подводить итоги 2020 года, что бы вы могли выделить, если коротко? 2020 год был сложным. Мы впервые столкнулись с той проблемой, которой они не сталкивались. Не только мы, как все, как граждане Республики Абхазия, но в целом государственный механизм, государственная система, органы госвласти. Задачи, которые стояли, мы были перенесены ввиду того, что переориентировались в 2020 году на решение других проблем, которые возникли. Но если говорить об итогах 2020 года, можно назвать количественно, как-то оценить, то можно сказать, что нами было подготовлено 16 проектов закона, внесено в парламент за прошлый год, в том числе 2 закона о ратификации международных договоров. Нами было подготовлено на подпись порядка свыше 200 указов президента и свыше 300 распоряжений президента. Кроме того, мы рассмотрели рекомендацию о заключении более 20 проектов международных договоров. Кроме того, дали правовую оценку, осуществили предварительный контроль в отношении более 300 актов Кабинета министров. То есть если количественно обозначать, можно дать вот такие цифры. Прошлый год и следующий год, он очень сложный в части формирования судейского сообщества. У 20 судей прекращаются полномочия. Идет следом за этим работа для того, чтобы рассмотреть кандидатуру на замещение должности судьи. Это все идет через квалификационную коллегию судей. То есть там тоже очень большой объем обязанностей, большое количество времени занимает это именно работа. И последнее по поводу ограничений, которые были подписаны президентом. Как вы считаете, насколько они исполнимы в условиях Абхазии? И что надо предпринять, чтобы эти меры соблюдали? В первую очередь большая ответственность лежит на каждом из нас. Каждый из нас должен понимать, что от его действий непосредственно зависит не только жизнь и здоровье его собственной, его семьи, но и всех окружающих нас. Когда у нас было весной прошлого года введено чрезвычайное положение, тогда декретом устанавливалась и административная ответственность, исключительная специальная ответственность за нарушение норм. На сегодняшний момент у нас чрезвычайное положение не введено, поэтому в одностороннем порядке президентом невозможно установить ответственность, потому что это решение должно приниматься законодательным органом. Это распоряжение, конечно, воспроизводит те ограничения, которые уже были, содержит ряд новых ограничений, в частности, обязательности ношения масок в общественных местах, в общественном транспорте, в такси, значит, установление графика работы продуктовых, вещевых и других рынков. Как отдельный орган, который будет обеспечивать соблюдение, ответственные органы, это служба санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения, была введена по сравнению с предыдущим распоряжением. Кроме того, отдельно обозначена роль Министерства внутренних дел как органа, который содействует в реализации ответственными органами тех ограничений, которые были определены распоряжением президента. Так что насильно, конечно, очень сложно заставить людей соблюдать. Но государство — институт принуждения. В большинстве своем люди, они таковы, пока государство им позволяет,
они будут вести себя так. Да, мы не будем платить налоги до тех пор, пока нас не обяжут это сделать. У разных представителей различных слоев населения свое видение. Надо ли вводить более жесткие ограничения, либо нет. Вот ярким примером является как раз вот ситуация со школами. То есть, как я уже сказала, у нас есть некая общественная организация, которая объединяет в себе родителей детей, которые ратуют за то, чтобы они не хотят дистанционного образования, они хотят, значит, чтобы дети пошли в школу. Что греха таить, у меня ребенок ходит в школу, в младшие классы, я являюсь членом группы в WhatsApp, которая каждый день говорит: о, опять продлили ограничения по школе, и многие родители не хотят этих ограничений, не хотят, чтобы их дети пошли в школу. Поэтому это вопрос не настолько однозначный. И сказать, что вот нам нужно... И когда было принято распоряжение, многие из них восприняли очень отрицательно, что было продлены ограничения, в частности по школам. Поэтому тут каждый элемент, каждый пункт этого распоряжения, не по каждому из них есть мнение только так и никак по-другому. Поэтому у нас есть координационный штаб, который пытается все органы, которые задействованы в борьбе с самой инфекцией, и как раз для профессионалов своих, каждый в своей отрасли, они коллегиально решают, собираются и предлагают свои предложения на рассмотрение президента. Президент их уже утверждает. Поэтому это сложный вопрос. Я на него не могу ответить однозначно. И последняя часть нашего интервью. Мы всех участников нашего проекта просим поставить перед собой 3 задачи, которые вы планируете реализовать в наступившем уже году, и чтобы мы потом по итогам могли с вами встретиться и обсудить итоги, результаты вашей работы. Вообще, в целом, моя главная цель, цель как и одна цель, а для достижения цели несколько задач. Цель для меня главная — те обязанности, которые возложены на меня, да, во-первых, как заместитель руководителя администрации, как представителя президента в парламенте, как представителя президента в квалификационной коллегии судей, чтобы те обязанности, которые на меня возложено законодательство, чтобы я их могла с уверенностью сказать, что я справилась с ними, с теми задачами, которые передо мной стоят. А конкретные направления, которые хотелось бы сделать, да, это более общая задача. Да, это цель, это главная цель. А если вот так коротко, прям по пунктам? По пунктам есть, конечно, главная первая задача, которая сейчас стоит, это, если годовая, да, задача, которая стоит у меня на 2021 год, дай бог всем нам здоровья, я, конечно, бы хотела, чтобы наша рабочая группа по совершенствованию законодательства выработала. То есть это та группа, за которую я несу личную ответственность, персональную, как руководитель этой рабочей группы, чтобы мы по результатам работы в этой рабочей группе как раз подготовили наши проекты изменений в законодательство в части как раз реформирования законодательства о гражданстве. Есть ряд соглашений, которые находятся сейчас в стадии обсуждения. Я просто не хотела бы обозначить какие-то именно, но которые, на мой взгляд, будут очень ценны для общества и государства нашего, которых хотелось бы... Это социальная политика, примерно хотя бы. В сфере... Образования, социальной политики. В сфере образования, социальной политики, борьбы с преступностью хотелось бы, чтобы мы достигли каких-то компромисса с нашими партнерами и смогли бы их подписать в этом году. Есть ряд актов президента, которые я наметила, уже есть некие проекты, основа уже готова, которые регулировали бы некоторые направления деятельности президента как главы исполнительной власти и как главнокомандующий вооруженными силами и как главы государства. Хотелось бы, чтобы помогающий или регулирующий его, роль в этих, компетенцию в этих сферах, чтобы они были отрегулированы. Хотелось бы их принять. Хочу поблагодарить за такую беседу, за то, что нашли время пообщаться с нами. Спасибо большое. Может быть, я хотела бы воспользоваться случаем, поздравить всех наших жителей и граждан Республики Абхазия с наступившим 2021 годом. Я желаю всем, самое главное, крепкого здоровья. И 2020 год показал, что именно здоровье является для нас всех высшей ценностью. И поэтому желаю всем здоровья, мирного неба, благополучия.